Здравствуйте, дорогие друзья. Четверг, 10 марта, в Якутске 19:09. В прямом эфире авторская информационно-аналитическая программа «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, в прямом эфире принимаем ваши звонки по телефону 35 33 10. Его вы видите на своих экранах. Мы рады, как всегда, общению с вами. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Верховного суда Республики Саха-Якутия Александр Седалищев. Александр Николаевич, добрый вечер. Спасибо, что нашли время и пришли. Пожалуйста. Почему, собственно говоря, беседа с вами, Александр Николаевич? Потому что 14 марта 1924 года, день создания главного суда Якутской автономной Советской Социалистической Республики, впоследствии преобразованного в Верховный суд Республики Саха-Якутия. Хорошая дата. Поздравляю вас с наступающим праздником. Александр Николаевич, давайте тогда первый вопрос, может быть. Какова, по возможности, кратко и сжато, не развернуто, юрисдикция Верховного суда, компетенция его? Есть закон о судебной системе Российской Федерации, как я помню, в главе статьи 20 именно предусмотрено полномочия Верховного суда Российской Федерации, именно областных судов, именно и республик, и там прямо прописано, какие полномочиями обладает Верховный суд республики нашей в том числе. Это рассмотрение дел по первой инстанции, по апелляционной инстанции и по кассационной инстанции. Верховный суд является вышестоящим судом для районных судов. Вот там так и прописано в этом законе. Понятно. Александр Николаевич, вы член коллегии по гражданским и административным правонарушениям, поэтому я и телезрителей хочу предупредить, что сегодня у нас не будет разговора, касающегося уголовного права, уголовных правонарушений, касающихся суда присяжных, я не знаю, предварительного следствия, и так далее и тому подобное. Поэтому давайте начнем, может быть, с надзорной инстанции. Каково является Верховный суд? Вот цитата из плана работы Верховного суда на первое полугодие этого года. Изучите и обобщите в виде обзора причины отмен и изменений Президиума Верховного суда Республики Саха-Якутия судебных решений, вынесенных судами Республики Саха-Якутия за 2015 год. Во-первых, речь идет уже о решениях, принятых, вступивших в силу, да? Во-вторых, каковы причины и часто ли случаи за 2015 год отмены или изменения вынесенных ранее решений? Сразу, конечно, вас поправлю немножко. У нас надзорной инстанции в Верховном суде республики нету, есть понятие кассационной инстанции. Это с 1 января 2012 года у нас изменения в Гражданский процессуальный кодекс вступили, и они подразумевают наличие в Верховном суде только первой инстанции, апелляционной и кассационной инстанции. Кассационная инстанция рассматривает дела именно по жалобам граждан на вступившие в законную силу решения суда. Так. Отмены, конечно, есть. Отмены, конечно, есть, они и были раньше, и будут эти отмены. Причина отмен, там, как в законе прописано, это существенное нарушение норм процессуального и материального права, которые повлияли на принятие решения суда. Именно на то, чтобы повлияли на невозможность восстановления нарушенных прав и интересов граждан и юридических лиц. Часто ли такие случаи? Есть. Часто кассационная инстанция, точнее Президиум Верховного суда Российской Республики Саха-Якутия заседает каждую неделю. Гражданские дела мы рассматриваем практически каждую неделю в Президиуме. Бывает, что их нету, но есть. За прошлый год, точное количество сейчас не помню, было отмен где-то порядка 60 с чем-то дел. Это в том числе и вступившие в законную силу решения, апелляционные решения районных судов тоже. Хорошо, а по районным судам и по городским судам часто ли нарушаются сроки рассмотрения? Вы знаете, это вопрос, который постоянно волнует руководство Верховного суда, я так понимаю, руководство и районных судов. Именно соблюдение сроков рассмотрения гражданских дел, административных дел в нынешнем понимании, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, это очень такая постоянная тема, которую мы блюдем. Если раньше, например, допускались очень серьезные нарушения сроков рассмотрения дел, то ныне их практически нету. За прошлый год, как мне помнится, по всей республике было допущено
11 нарушений сроков по рассмотрению дел по всей республике. И то большинство этих дел было связано с тем, что вот вступили с 15 сентября 2015 года, то есть введено было в действие кодекс административного судопроизводства, в котором не успели некоторые сориентироваться и нарушились этим сроки. Но за предыдущие годы, например, отчетные периоды у нас идут полугодовые, бывает, что у нас нарушений сроков не бывает. Абсолютно, да, вот такие моменты тоже есть. Но это по пальцам пересчитать 11 случаев за год, да, вы Ну, говорите? если учесть, что больше 30 тысяч дел гражданских рассмотрено, 11 дел, это, я думаю, не так уж и много. Но мы в любом случае, конечно, стараемся и эти моменты контролировать, чтобы и в будущем такого не было. Понятно. Давайте подойдем к разговору о Верховном суде в качестве суда первой инстанции. Вот интересует выборный год. Много ли дел, связанных с выборами различных совершенно уровней, рассматриваются судами республики, ну в данном случае Верховным судом, вот в годы выборов? Вы знаете, вот дела, связанные именно с избирательными правами граждан, и пассивными, и активными правами граждан, они всегда отличаются своеобразностью. Своеобразностью в том плане, что они возникают в период выборов. И они как бы дела, ну не скажу, что увеличивают в определенной степени количество дел, рассматриваемых в районных судах. А вот в Верховном суде, если мы рассматриваем по первой инстанции дела, они, конечно, дают свой определенный вес и количественное выражение, я имею в виду. И количество дел в этих случаях, конечно, увеличивается. Ну, не скажу, что столь существенно, но Ну, их, наверное, не может быть да. существенно. Естественно, да. Они связаны с какими-то нарушениями избирательного права? Каждый человек, обращающийся в суд, конечно, подразумевает наличие нарушенного права. Да, подразумевает наличие нарушенного права, и в ходе разбирательства в суде, конечно, выясняется, имеется наличие нарушения права или нет этого нарушения. И исходя из этого принимается решение, конечно. Александр Николаевич, а если говорить вообще о статистике гражданских исков, увеличивается ли их количество вот год от года? Ну да, 12, 13, 14, ну и так далее. Вы знаете, вот я заместителем председателя Верховного суда отработал 2 года с небольшим, да? Да. За эти 2 года увеличение идет стабильное. Вот каждый отчетный период у нас, каждые полгода подводим итоги, обсуждаем, почему идет увеличение, на каком количестве идет увеличение. И каждый раз вот постоянно приходим к выводу о том, что количество исков, обращения граждан в суды, оно увеличивается. И примерно где-то варьируется от 9 до 11-12%. Это каждый вот отчетный период. Например, если в первом полугодии было рассмотрено 2014 года, например, какое-то определенное количество дел, вот к этому нужно приплюсовывать 10% примерно, и в первом полугодии, например, 2015 года вот идет ну да, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да, аналогичный период берем во внимание и сравниваем. Оно всегда так и будет. С чем это связано? С нашим повышением нашего гражданского правосознания? Ну, Я это... не знаю, если говорить вот таким вот официальным. Или с тем, что люди стали больше обращать внимание на цивилизованные методы решения споров? Мы пережили 90-е годы, когда решали вопросы другими путями, но сейчас люди более цивилизованные и более грамотные стали, и государственные механизмы восстановления нарушенных прав, они начинают работать, в том числе и суды. Мы оперативно принимаем решения по делам, по искам, которые поступают, вот, установленные сроки строго соблюдаются. Поэтому я так понимаю, что у граждан, наверное, у людей, обращающихся в суд, скорее всего, больше доверия к суду стало. Поэтому обращение в суды – это понимание как цивилизованное выяснение отношений, оно имеет место быть, конечно. Ну, конечно, естественно. Да. С вот этим увеличивающимся количеством исков, ну, это, в общем, цифра на 10% за аналогичный период. Нормативы нагрузки судей не изменяются ли? Ну, знаете, вот количество, штатное количество судей в Верховном суде, оно не изменяется. Изменяется количество дел рассматриваемых. Исходя, если из нормативов определять количество судей, тут, наверное,
тяжеловато будет для государства, так скажу. Поэтому, То есть должно быть увеличение ну, у нас людей, нагрузка да? очень серьезная сейчас у судей, да, поэтому я скажу, что вот особенно вот Якутский городской суд, очень серьезные нагрузки у него, почти половина дел, ну, больше трети дел, рассматриваемых по республике, рассматривает Якутский городской суд. Мгм. Естественно, если растет нагрузка в районных судах, растет нагрузка и у нас. В апелляции, например, в Верховном суде, и в кассации растет нагрузка. Да. Поэтому нагрузка вот в гражданской коллегии у судей постоянно стабильно растет. Я сразу скажу, что количество рассматриваемых как и в первой инстанции, как и в апелляции, так и в кассации, оно растет. И в таком же примерно соотношении, как я уже говорил, количество рассматриваемых дел вот, примерно процентов на 10. Но соотношение Ну, остается. Простите, вытекающий вопрос, собственно говоря. Может ли вот увеличивающаяся нагрузка отражаться на качестве работы? Ну, стараемся как-то вот эти вот моменты, ну, чтобы не отражалось именно на работе. Это организационные такие вопросы решаем. Да и судьи у нас, в общем-то, в Верховном суде люди сознательные, которые очень ответственно к своей работе подходят и стараются вот без нарушения сроков, без всяких волокит рассматривать дела, которые им поручаются. Вот смотрите, Александр Николаевич, честно, реформа здравоохранения и образования, она, ну, помимо всего прочего, может быть, это побочный эффект. Они привели к тому, что на учителей и врачей увеличилась нагрузка в заполнении различного рода бумаг, отчетов и так далее. На детей и на больных, соответственно, не хватает времени. Что касается забюрокрачивания судей в Верховном суде, такой процесс судебная реформа. Вот побочный эффект судебной реформы такой может быть? Сразу скажу, что, в общем-то, судьи, которые рассматривают дела, они руководствуются процессуальными законами. И организационные вопросы по составлению дополнительных документов, статистических разных, контрольных каких-то документов, да, для вышестоящего суда, все это выполняется именно руководством, в том числе и мною тоже. Все документы, которые, в общем-то, мы заполняем, высылаем и в районные суды, и в вышестоящий суд, Верховный суд Российской Федерации, они имеют свою какую логическую точку, наверное, да, вот можно так сказать. И я знаю, что каждый документ, в общем-то, для пользы дела, и сказать, что какая-то бюрократическая волокита есть или необходимость заполнения лишних каких-то документов, бумаг, ну, такого нету. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что в судебной системе бюрократии нету. Ну, слава богу. А у кого нет бюрократии? Из кого формируется судейский корпус? Ну, есть ценз определенно, да, это, во-первых, граждане Российской Федерации, достигшие, как мне помнится, 25 лет, 25. имеющие, да, если я не путаю, вот, которые отработали, имеющие высшее юридическое образование и имеющие опыт работы по юридической специальности не менее 5 лет. Вот это именно граждане. Ну, тут таких критериев каких-то именно из какой-то профессии кого-то отбирать или из каких-то слоев населения, ну, такого нет. У нас есть квалификационная коллегия судей, которая занимается отбором кандидатов для того, чтобы в дальнейшем президент Российской Федерации их назначил на должность судей, именно конкретного суда, районного или же Верховного суда нашей республики. Поэтому отбор именно, тут, конечно, очень много критериев для того, чтобы кандидатов отобрать и выделить их из, скажем, из массы людей, которые желают стать судьями, да, довольно такой большой критерий. И, ну, эти критерии, они устанавливаются на федеральном уровне, и мы их, конечно же, соблюдаем. И в любом случае требования, которые предъявляются сверху, мы требования предъявляем кандидатам. Ну, это, конечно, если их всех называть, то это очень много. А так нельзя сказать, чтобы вот в большей степени из силовых структур или из адвокатского корпуса, вот как-то так Ну, на вы весах, знаете, если вот взвесить? Нет, такого нету. Я Ну, то есть сам, и так, и так. да, я сам и в прошлом работал и в правоохранительных органах, и адвокатом был длительное время. И поэтому сказать, что вот кого-то не допустили, вот, или адвоката там, или прокурорского работника, к судейской работе такого нет. Очень много работников, бывших адвокатов, бывших прокуроров, очень много из, скажем, народного хозяйства, юристов. Ну, достаточно. Поэтому
сказать, что кому-то предпочтение отдается или не отдается, Ну, это так нельзя, будет да. неправильно. Да, конечно, нельзя. Следующий момент. Вот говорят так, мало выиграть суд, мало выиграть гражданский иск. Главное еще дождаться исполнения его решения. Вот скажите, пожалуйста, иски по неисполнению судебных решений, часто ли они в практике встречаются? Наверное, вы немножко не так выразились. Да, вот в связи с неисполнением судебного решения бывает ли обращение в суды, наверное? Да, вот Бывает ли так, наверное, обращение, да. Конечно же, они есть. Они есть, они в плане того, что, вот, например, обжалование действий судебного пристава-исполнителя, который, может быть, ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. Бывает обращение граждан к тому же ответчику, если он длительно не исполняет решение суда по вопросам индексации, да? Да. Или по ходу исполнения судебного решения там, об изменении способа, порядка исполнения решения суда. Такого рода и обращений в суды очень много бывает. Да, часто встречаемся с этим и разрешаем вопросы по мере, конечно, как закон того смотрит. Цитата Александр Николаевич из Федеральной целевой программы развития судебной системы России на 13-20 годы. Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. Позвольте, а какую судебную систему можно назвать эффективной и как ее можно развивать, если во главе угла исполнения закона? Либо это есть, либо этого нет. Это вопрос такой, знаете, наверное, больше не к профессионалу судья. Понятно. Да, дело в том, я сразу скажу, конечно же, эффективность судебной системы, она зиждется на нескольких таких критериях, что ли, скажем. Во-первых, это своевременность. Да. Своевременность принятия решений при обращении граждан, то есть отсутствие нарушения сроков, отсутствие волокиты. Второе – это правильность принятия судебного решения, которое именно указывает на то, что в данном государстве можно найти возможности защитить и отстаивать свои права. Конечно же, это привлекает граждан и других вкладывать деньги в Россию. У нас остается совсем немного времени. Обеспечение открытости правосудия. Как происходит сейчас? Во-первых, процедурные вопросы, участие, то есть не участие, а присутствие, присутствие в судебном заседании. Каждый человек при открытом судебном заседании может участвовать, в том числе и представители средств массовой информации. У нас есть сайт, который работает, и с которым мы активно работаем, выкладываем туда и свои решения, и все, что назначено, когда назначено, и копии решений туда выкладываем. В общем, открытость есть. Со средствами массовой информации мы работаем очень активно. И, в общем, даже созданы... Вынужден прощаться уже, Александр Николаевич. Попрощаться хочу в завершение сказать следующее, что вообще известно, что узниками тюрем были не только люди. Так, в 1765 году в Бастилию была заключена знаменитая французская энциклопедия, составленная Дени Дидро и Даламбером. Книгу обвинили в том, что она наносит вред религии и общественной морали. Я хочу пожелать вам всем верховенства права. Всего вам доброго. До свидания.